Самая южная точка Российской Федерации – город Дербент, что в 50 километрах от границы с Азербайджаном. Дербент – самый древний город страны, 5000 лет с гаком. С одной стороны его подпирают горы Джалганского хребта, с другой умывает соленый Каспий. В Дербенте живут бок о бок представители 33 национальностей. Лезгины – самые многочисленные. Лезгинский театр – единственный в своем роде. И единственное развлечение в городе. Кинотеатры и дома культуры давно закрыты. Открыта лишь одна библиотека. В советском прошлом Дербент был вполне туристическим и светским. Но после длительных кавказских войн о городе будто и думать забыли. Его будто и нет. Но Лезгинский театр оказывается жив-здоров, вопреки всему, катается по горным аулам и веселит чумазых пастушек детей. Театральный роман пишут на самой границе, на самом краю Российской Федерации. Его краткое, но крайне эмоциональное содержание в нашем специальном репортаже из Дагестана от Ольги Текуевой, Андрея Ульянова, Николая Бабуш, Вовы Ковыриной. Во дворе на Пушкина 12 этот вечно протекающий кран называли фонтаном имени дружбы народов. Русские бегали к армянам за виноградом, лезгины к русским за блинами, азербайджанцы хороводили с евреями. Это уже история. Моя личная история в деталях. Мое дербентское детство писем не напишет и позвонит уже вряд ли. Когда Кавказ тряхнуло войной, маленький двор разлетелся по большим историческим родинам. Лезгины тут остались за старших в национальных декорациях и в своем репертуаре. Перде очух, в смысле занавес открывается. Городу 5000 лет. Это город, которого нет. Есть разбитые дороги, есть унылые следы былой цивилизации, есть заколоченные за ненадобностью кинотеатры, есть просроченные афиши, которые напоминают о том, что Дербент подарил шоу-бизнесу певицу Жасмин. Есть горьковатый запах отцветающей осенней мальвы. Есть старая заросшая бурьяном крепость, как мираж над городом. Но города как будто нет. Он иллюзорен в своей заторможенной жизни. Он самый крайний из всех краев российской географии. И потому, наверное, так до обидного не амбициозен. По вечерам здесь во дворах медленно пьют чай с вишней и слушают море. А если в городском театре идет самодельная драма, то наряжаются во все лучшее и покупают билет за 20 рублей. И как ни парадоксально, единственный театр в этом нереальном Дербенте кажется чем-то единственно реальным, выживающим и живым, бурлящим, страдающим, ругающимся, мучающимся, наивным в этих муках и склоках. Сбор труппы назначен на 9 утра. Ворота открываются, и, скрипя рессорами, въезжает директорская «Волга». Директор, он же главный режиссер, он же главный драматург, он же художественный руководитель Эсидуллах Наврузбеков. Феодал лезгинских подмостков, большой человек, да. В Москве учился, да. Станиславский Константин Сергеевич, он говорил так: в театре нужна военная дисциплина. За что вы увольняете артиста? Только в рамках закона. Если актер совершает прогул, значит, по новому положению сейчас, и за опоздание, за что-то, за срыв репетиции, значит, выговор он получил. Но не каждый раз, значит, он не понимает, что такое выговор. Если он совершит, то руководитель имеет право уволить. Скорее всего, у нас и пьянство, допустим, на работе тоже приравнивается к прогулу сейчас. А что, и пьянство бывает? И пьянства нет, у нас нету в театре. Мне даже иногда хочется, чтобы какой-то нерадивый он попьянствовал там. Но не пьянствует.
Нерадивые слушают и повинуются. И только одна гордячка Зарифа из актерской династии Кухмазовых всегда готова возглавить марш несогласных. Она тут прима в опале, вечно диссидентствует, и драматурга Чехова предпочитает драматургу Наврузбекову. Вах, нехорошо. Сейчас я очень пожалела, что я здесь прозябаю просто. Талант не нужен. Не мой талант нужен здесь. А что нужен? Прочие таланты, только не актер. А вот то, что касается репертуара сегодняшнего, вот как вы его оцениваете? Не нравится мне репертуар. Это для слабеньких. Репертуар для тех, кто не может ничего играть. Даже и они не могут вытянуть это. Нравится, не нравится, учи роль, красавица. От этой роли та Зарифа публично отказалась. Талантами и стеклярусом в новой постановке из Седулаха Наврузбекова будет блистать артистка Фаризат Зейналова. Бывшая работница консервного комбината теперь технично закатывает глаза и пластично заламывает руки. Для нее этот спектакль повышенной ответственности. Первая большая роль в пьесе, которую написал сам Исседулах Сеферулаевич. Добрую половину театрального репертуара составляют его музыкальные сатиры и комедийные. Вот и на саму ипотеку замахнулся. Значит, я лично с работницами, с моими актрисами, лично с этой Фаризат, ходил по разным инстанциям, чтобы она получила квартиру. У нее нет квартиры. Я хожу по друзьям именно сначала. Вот. Потом я вижу, тянут они. Почему-то они тянули все время этого вопрос. Но вместо того, чтобы или да, или нет, значит, тянули. Потом начинали звонить этой актрисе. Я тебе так сделаю, давай встретимся, давай вот это. То есть флиртовать? Флиртовать. Это уровень, видимо. И меня это возмущало до глубины души. У человека трагедия, а он, денежный босс, сидит на мешках денежных, не может помочь. Работники искусства. Вот это поведение, отношение к актрисе в целом и заставило меня, так написать именно об ипотеке. Фактически ипотека – это повод для того, чтобы раскрыть характеры этих испорченных людей. Пороки наружу, и в средствах выразительности режиссер не будет стесняться. Ради искусства 60-летние мэтры Лезгинского театра натянут семейные трусы, а фаворитка Фаризат укоротит свое самое дерзкое мини. Строгости мусульманского мира никогда не были сдерживающим фактором для полета местной фантазии. Я на одном спектакле видела, но старая актриса, заслуженная артистка Аминат Алиева. Я смотрю, она эту юбку спустила, или нечаянно спустилась, или специально это было. Я тогда не поняла, какая хохота, прям. Она потом, как уже я стала актрисой, потом, оказывается, это она должна была. Она это делала так, но все думают, что это нечаянно было. И на ней были трусы такие интересные. Но это ничего. Но это тогда и поставили такой спектакль. Лезгины очень любят музыкальные спектакли. Музыка там что была. Очень много музыки. А вот раньше очень любил драма, трагедия. Ставили тогда. Наплыв. Вот Махачкала мы гастролировали, наплыв билета нет. Ну, сейчас уже телевидение, другое, третье. Сейчас уже просим акционерное общество, какой-то генеральный директор Лезгина, там другого, третьего. Билеты купи, да, 100, другого, третьего, вот так. А так раньше, ой, какой наплыв театр был. Билет не было. В коридоре стояли люди. Я люблю свой театр. Люблю и буду любить.
Мне сейчас в будущем году 72 года, 2 года, в марте месяце. Пенсионер я, но чувствую добро, бодро чувствую, пока есть эта энергия, буду отдавать все для родного театра. Опасная гастроль на развалюхе Пазики. За 3 часа ему надо проскочить 2 приграничных блокпоста, отдышаться на равнине, окатив пылью стадо овец, и потом вскарабкаться на самую вершину Джалганского хребта. И не забыть о ритуальной остановке у святого места, у погибшего здесь мусульманского героя-воина. Белые камни шепчут о великих средневековых сражениях во славу Аллаха и молчат о бесславных событиях новейшей истории. Чеченская республика не за горами, а всего лишь за той, самой высокой горой, а прямо по курсу государственная граница. На этом ликбез от лезгинских артистов окончен. Они не склонны распространяться на тему кавказских междоусобиц. Выдержат паузу и добавят: бояться нечего. Добежать отсюда до государственной границы 10 минут легкой трусцой. И можно без вооруженного сопровождения. Тихо здесь, в Южном Дагестане. Высокогорную тишину взрывают разве что бурные аплодисменты. Бурные аплодисменты, неизменно переходящие в овацию. Лезгинский театр именно с этой горы спустился. То ли воздух здесь какой-то творческий, то ли родниковая вода чем-то специальным обогащенная. Но Лезгинский театр родился 100 лет назад именно здесь, в селении Ахты, как народная пастушья самодеятельность. Тогда и Дом культуры справили, который по сию пору изо всех сил держится на крутом склоне, заколоченный и обесточенный. К началу театрального сезона замки сбивают и свет дают. Не плачь, Саид, электриком будешь, как папа. Дербентские гастролеры привезли Шарль Перро в переводе, обработке и доработке Худрукана Врузбекова. В ролях только звезды. В всех спектаклях я занят. Особенно в сказках. Нет такой сказки, который я не сыграл в сцене Лезгинского театра. Как сказочный героя, фактически. И Лютио играл, Короля играл, Мыши играли, Шаман Сулде играли, это покоренной крепости Наврузбекова. Ну, в общем, сказочный герой. И последний вот Аждаха Людоеда играю. Очень часто играл и принцессы, и, в общем, и лису играла, и зайцев, и принцесс играла, и королев играла. А кота как играть? Нормально. Кот есть кот. Но все-таки мужская роль-то, по большому счету. Кошечка получилась. Почему кота играет женщина? Кот же может быть и таким, и кошкой, и котом. Это нет... Мне тоже интересно стало это. Женщина. Вы же режиссер. Да, режиссер, художественный руководитель, режиссер — это спектакль другой, но приказы издаю я. Дело в том, что актер, который играл кота, неожиданно женился, уехал в Нижний Вартовск. Ну, толстый кот бывает такой. Ну, женского рода кот бывает. Кот как-то. А там же об этом, в общем-то, нужно хорошо играть, чтобы об этом забыть. Вот как мы отнеслись к этому вопросу. Тебе из героев больше понравился? Мне из героев больше понравился эта кошка. А чем? Ну, как она это танцевала, ходила, поэтому. А вот кто из вас хочет быть артисткой? Я.
Все хотят быть артистками? Да. А кого хотите играть? Принцессу. А кто ж Бабу-Ягу будет играть? Я. А ты Бабу-Ягу будешь играть? Да. Эти закорючки на детских тетрадках стоят всех званий и прощают все обиды. А за 30 лет пыльных гастрольных серпантинов этих профессиональных обид у заслуженной Мазовой наверняка накопилось на двухтомник шекспировских трагедий. Она одна из 3 сестер, которые попали в Лезгинский театр прямиком из люльки. Мы вместе с родителями на сцене выросли. Пока родители играли, мы спали за сценой. Мы с ними на гастролях были, на руках возили, носили, таскали. Мои 3 сестры действительно как Чехова, нас так и называли. И я, в принципе, когда нас спрашивали, путали с другими в городе. Ну, бывают похожие люди. У вас, говорит, не 5 сестер? Я говорю, нет, у нас 3 сестры Чехова. Меня всегда сравнивают почему-то с чеховскими сестрами. Мы 3 сестры. И началось с наших гонений. Травили на нас всю семью. Убирайтесь, Кухмазова, в русский театр. Вы русский язык хорошо знаете. Начали по одному нас выживать. Оскорбляли, унижали, поливали грязью. Ну, там, значит, одна игнорировала, одна сестра репетиции, не приходила на репетиции. Имелись у меня докладные от режиссера другого. Я пошел даже туда защитить, успокоить их на репетицию. Она не стала приходить. Состоялся, значит, собрание, правком, все. Ее уволили. Другая сестра ее была, она встречалась с человеком и уехала, подала заявление. В 2003 году, по-моему, уехала в Израиль. Защищая этих сестер, вот эта Кухмазова Зарифа просто залезла в бутылку. Точно так же стала нарушать, игнорировать, оскорблять, грубить. Но нету слов. Две сестры с мамой, а третья далече, за 2 морями, в Тель-Авиве, исключительно по собственному желанию. Из всего актерского семейства только Зарифа, артистка титановой прочности, остается в штате Лезгинского театра. Служит примой в опале, отчаянная и незаменимая кошка в сапогах. Она было ушла на полгода из искусства, но искусство не выдержало, потребовало обратно. Когда вернулась, когда я смотрела, как они работают, у меня первый месяц был шок от всего происходящего, от работы, от игры. Я не видела того театра, который был. У меня такое чувство, что я попала в драм-кружок. В кружок, натуральный драматический кружок. При клубе. У меня шоковое состояние не проходило долго. А вы не боитесь вот так в открытую говорить? Почему? Я всегда говорю. А почему не боитесь? Ведь... А почему бояться? А что мне? Убьют, зарежут? Я не боюсь. Уволят. Пускай увольняют. В Москву поеду. Машина времени в действии. Железнодорожный вокзал Дербента в нетронутом виде, в первозданных декорациях. С советским фасадом встречает и провожает. Провожает чаще. Из города, чьи привокзальные часы хромают на обе стрелки, светлое будущее. В Москву, в Москву, в Москву. У Лезгин-Кухмазовых всегда по 3 дочери рождалось, не меньше, фамильная генетика. Свою младшую Зарифа сегодня отправляет навстречу 2 старшим. Из Дербента до Москвы 2 дня и 2 ночи пути. Это для дочки целая жизнь. Вам было не тяжело их отпускать в Москву?
Ну а что им тут делать? Тут некуда приткнуться. Там они все свои наши. Заставшие все наши потянулись. Собрались вместе, живут. Племянники, племянницы, семьями идут. У меня братья двоюродные. Они девочки с головы, я за них не боюсь. Дочки уехали в Москву, если они скажут: мам, приезжай к нам. В принципе, говорили. Я даже в одно время хотела. Но я не могу, у меня мама еще здесь. За ней посмотреть надо. Я бы, может, и уехала бы давно. Я из-за мамы не могла уехать. Я, в принципе, со своим образованием могу и в Московском театре работать свободно. Ничего, я первое время могу и в реквизите поработаю, лишь бы я там была, если они не уверены в моих способностях. Правильно? О, милый! Жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так весело, так радостно. И кажется, еще немного. Чехов «Три сестры». Финальный монолог Ольги разучивает заслуженная артистка Республики Дагестан Зарифа Кухмазова, свободная от кота в сапогах время. А пригодится ли? Если бы знать. Если бы знать. Если бы знать.